Новость о том, что в Дагестане зафиксировали вспышку сибирской язвы, очень быстро облетела и нашу республику. Многие не на шутку стали опасаться за качество купленного на рынке мяса и молочной продукции. Но ингушские ветеринары не спешат бить преждевременную тревогу и готовятся выехать на очередной рейд, проверить продукцию животного и растительного происхождения. По всей России на весь ввозимый и вывозимый груз, даже если это будут просто живые животные, на все должно оформляться сопроводительные документы, на все. Не дожидаясь, пока очередной груз опасный для здоровья и даже жизни продукции попадет на наши прилавки, работники ветеринарного управления выезжают на пост ДПС Сунжи, проверяют, как правило, большегрузы, откуда едет, куда, что везет и имеет ли на то разрешение. Что везете, можно поинтересоваться? Ай? Есть у вас накладной что-нибудь? Ветеринарно-контрольный пост находится рядом с постом ДПС. Специалисты совместно с полицейскими и представителями Россельхознадзора регулярно проверяют такие грузы на наличие контрафактной, некачественной и опасной продукции. Отмечают, за последний год на этом посту были пойманы 10 нарушителей закона. При отсутствии соблюдения документов составляем протокол об административном правонарушении, разворачиваем, транспорт на месте разворачиваем, не допускаем на территорию Республики Ингушетия. Предупрежден, значит вооружен, поэтому заглянуть на местный рынок и проверить мясомолочную продукцию лишним тоже не будет. Врач должен посмотреть органолептическую характеристику туши, будь то говядины, баранины или конины, и посмотреть состояние лимфатических узлов, поскольку лимфатические узлы – это зеркало, отражающее любое болезнетворное состояние. Поэтому внешне доступные лимфатические узлы подвергаются изъятию из места локализации и просмотру. На разрезе видно рисунок лимфатического узла, который характеризует состояние в данном случае. В данном случае лимфатический узел имеет характерную для функционального состояния картину. Капсула целостная, не инфильтрирована, нет кровоизлияний и так далее. Владелец мясного павильона Исмаил Албаков такому результату вовсе не удивлен. Он утверждает, что постоянно находится на связи с ветеринарной службой, и мясо, которое поступает на его прилавок, всегда проходит тщательную проверку. Долг примерно, да, помимо от нас зависит, а так стабильно он все проверяет, лаборатория, да, лаборатория, Считать, что лишь через зараженное мясо, будь то баранина, говядина или конина, можно подхватить опасные заболевания. Ошибка многих. В эту же категорию можно отнести и молочную продукцию, документы на которую также проверяют на месте. Врачи были сегодня? Проверяли вас врачи? Проверяли. Покажите, пожалуйста. Это когда вам выдали? Сегодня, да? Есть лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, где проводятся исследования на бактериальные инфекции, исследования на паразитарные инфекции и исследования на доброкачественность. Эти три показателя, которые вместе с органолептическими исследованиями дают полную картину состояния болезнетворности данной туши или данного животного до забоя. Вот эта картина нам позволяет раскрыть различные возможные пути передачи инфекции через сырье животного происхождения. Ветеринары надеются, что опасный недуг, зафиксированный в соседней республике, обойдет стороной наш регион и призывают коллег усилить работу в этом направлении. Михаил Тангиев, Ахмед Гандаров, Новости 24.